Новогрудокгайд.бай представляют экскурсии по Новогрудку и окрестностям. Сегодня мы с вами отправляемся в местечко Вселюб Новогрудского района, расположенное на трассе Новогрудок-Ивье, в 15 километров от Новогрудка и в 156 километров от Минска, где осмотрим с вами старейший в Беларуси костел Святого Казимира, построенный в 1433 году. Костел возведен на фундацию конюха великого князя Витовта Яна Немиры или Немировича. Немиры старейший в Беларуси род, вместе с Радивилами получили шляхетский титул и герб на Городенском сойме. Немировичи владели Вселюбом, а также и окрестными деревнями. По сегодняшний день лес между Вересковым и Вселюбом называется Немировщина. В инвентаре за 1849 год костел упоминается в первой половине 15 столетия, основанным князем Андреем Вселюбским, сыном Яна Немировича. Первоначальный вид костел имел точно такой же, как костел в деревне Ишкальч Барановицкого района, построенный в 1472 году Николаем Немировичем или Немирой. В 1576 году по приказу Николая Радивила Черного костел был перестроен в кальвинистский сбор. При кальвинистах готические своды были заменены деревянным потолком, контрфорсы были уменьшены, стены снаружи были оштукатурены, крышу накрыли плоской черепицей. В 1710 году к главному входу пристроили крухту, на дверях которой был нарисован святой Михаил Архангел. Интерьер в 18 столетии украшали 3 алтаря, созданные на фундацию Анатолия Новосельского, кашталяна Новогрудского. Главный алтарь в честь распятия Иисуса, правый титульный в честь святого Казимира, левый в честь Иоанна Крестителя. Позже возник еще 4-й, Антония Падуанского. Хоры над входом опирались на 2 дорические колонны. Там был установлен орган на 10 голосов. По одним данным, в начале 19 века, по другим в 1897 году костел приобрел современный вид. К главному фасаду была пристроена 4-ярусная башня с колокольней. В западной стене была возведена винтовая лестница, которая вела на хоры и на чердак. Стены костела на нижних ярусах возведены способом готической кладки на известковом растворе, а выше, на верхних ярусах, присутствуют фрагменты более поздней ренессансной кладки. Под основной частью костела есть 2 подземелья. В 1930 году костел Святого Казимира реконструировали на средства графа Урурка. Крыша была перекрыта жестью. В годы воинственного атеизма в плебании сделали детский сад, а костел хотели приспособить под спортзал. Но однажды местный физрук, устанавливая шведскую стенку, обернулся и в алтарной части увидел Деву Марию. Весть об этом быстро облетела все местечко. Местные люди не ходили в спортзал, но кто-то сверху очень не хотел существования Вселюбского костела, и поэтому было принято решение о его уничтожении. Среди местных иуд, пьяниц такого человека не нашлось. Только 2 брата с Новогрудка за 700 рублей, привязав троса к Кировцу, стянули купол костела вместе с крестами. Через несколько месяцев эти 2 брата утонули в Немане. В 1986 году в костеле произошел пожар, в результате чего было разрушено перекрытие и крыша костела, а также частично повреждена колокольня. В 1988 году костел был возвращен верующим. Возрождение святыни началось только в 1990 году, благодаря ксензу Новогрудской парафии, а сегодня бископа Александра Демьянки. Первоначально костел был освящен в честь святого Яна, покровителя Яна Немировича. После возвращения костела в лоно католической церкви в 1642 году виленским бископом Станиславом Довойным костел был освящен в честь святого Казимира. В 2003 году в костеле были наново созданы 3 алтаря. Главный, как и в 19 веке, в честь распятия Иисуса Христа, левый – Мати Божией новой жизни, правый – Святому Казимиру. В костеле также находится фигура Мати Божией новой жизни.
вырезана специально для Вселюбского костела поляком Марком Козаком с липового дерева. Матерь Божия представлена здесь беременной младенцем Иисусом Христом. Пани Мария будто слушает ангела, который доносит к ней Божью волю, а также выслушивает и наши просьбы. Перед входом в костел в 2002 году была сделана капличка-грот с фигурой Мати Божией Лурдской. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ждите следующих видео. С вами был экскурсовод по Новогрудку и окрестностям Казак Сергей.